Всем привет, друзья! И сегодня снова у нас пятиминутка от Алима и обзор вот такого замечательного автомобиля Toyota Avensis третьего поколения. Я, как всегда, попытаюсь за 5 минут уложиться и сказать свое мнение о данном автомобиле, его плюсы и минусы. Обычно я выбираю машины, которые мне нравятся, которые я считаю надежными, и о них пытаюсь что-то рассказать. Так вот, сегодня у нас Toyota Avensis третьего поколения 2010 года. В первую очередь хочу сказать о ее положительных качествах. Да? То есть мне очень нравится, как машина чувствует себя на дороге в разных условиях вождения. Мне очень нравится, какой вес она имеет на дороге. Да? То есть она не чувствует скорости, ну, естественно, для определенных граней, да, то есть для нее скорость 130-140 это абсолютно оптимальная скорость на трассе, при которой водитель может себя чувствовать комфортно, спокойно, не уставать, ну и пассажиры в том числе. Езда на этом автомобиле напоминает езду на Toyota Camry, ну и на подобных автомобилях этого класса, да. То есть Avensis, по сути дела, между Toyota Corolla и Toyota Camry находится посерединке, да, но по ощущениям это так себе сказать не до Camry. Вот, к примеру, если человек не хочет, да, вкладываться в дорогой автомобиль, там, премиум бизнес-класса, хочет взять что-то похожее, да, приближенное, но при этом с небольшим расходом, но с максимально приближенным комфортом, да, то Toyota Avensis это отличная альтернатива для того. По моему мнению, автомобиль предназначен для спокойной, такой уверенной, для солидной езды, для того, чтобы его разогнать и чтобы он уверенно чувствовал себя в вождении. Мне показалось, что автомобиль некомфортно себя чувствует при интенсивном, да, движении, при интенсивном вождении, да, то есть когда там, переключение с передачи с повышенной на пониженную, там, обгон, перегон, быстро, там, все это не для этого автомобиля. Это, конечно же, присуще для Honda Accord, для Mazda 6, да, но, по моему мнению, и для Toyota Avensis. Здесь такая уверенная, солидная езда, действительно, как говорит мой товарищ. Автомобиль очень понравился тем, что какие-то сложные условия дорожные принимает на себя очень легко и просто, да, там те же городские пробки, городские какие-то закоулочки, заехать, развернуться, мало места, повернуться, там очень хороший поворот колес, очень комфортно за рулем этого автомобиля. Ну, на трассе, само собой, да, комфортно, там, при сложности, там, при серпантине. Единственные, какие могу сказать минусы, да, данного автомобиля, что на неровностях, на каких-то ямах, вот, выбоинах, низковатый клиренс, даже не расстояние от земли до начала кузова, а расстояние от земли до брызговиков. Вот можно цеплять и можно потерять, да, как бы. Вот это, наверное, единственное, что я заметил из минусов данного автомобиля. Вот, данный автомобиль предлагается в комплектациях комфорт, престиж, элеганс и элеганс плюс. У нас комплектация престиж, мотор 1.8, у нас механическая коробка передач шестиступенчатая. Каждая передача четко выполняет свою функцию. Опять же, передачи длинные, разгон уверенный. Вот. Опять же, почему говорю, что некомфортно машина чувствует, да, и не предназначена для спорт-режима, так сказать. То, что, вот, например, если ездите в этом режиме, да, с переключениями передач, то
по сути дела, третья и пятая скоростя просто как бы не нужны. Можно первая, вторая, разгон, да, там, педаль в пол, сразу четвертая педаль в пол, шестая, да, по сути дела. Но опять же, эта машина не предназначена. То есть, вот каждая передача выполняет четко свою функцию, и машина разгоняется так, как ей надо. И тогда водитель получает от вождения очень большое удовольствие за рулем на этом автомобиле. Так вот, о комплектации. Данная комплектация у нас Prestige, есть все самое необходимое, есть двухзонный климат-контроль, там есть датчики света, дождя, очень хорошая акустика, и т.д. и т.п. Там, чего нету, это, наверное, там, датчика того, что ты там пересек сплошную линию, выехал на встречку, там нету кожи, нету камеры заднего вида, но все, что нужно, все под рукой. Вот. Также хотел сказать по поводу объема, да, автомобиль не мал своими размерами, он объемный, за счет, он имеет вес на дороге, он имеет красивый визуальный вид. Допустим, если сравнивать, да, с Toyota Camry в 40-м кузове, Toyota Avensis третьего поколения, то Toyota Avensis уже гораздо современнее выглядит, так как поколение это пошло с 9-го года, то есть 9, 10, 11 года, они уже вот в этом кузове пошли. А Toyota Camry 6, 7, 8, 9, 10, 11 года в одном кузове, да, как бы я считаю, что классы, конечно, разные, их нельзя сравнивать, да, но опять же, в ценовой политике, мне кажется, Avensis выигрывает, побеждает. С точки зрения надежности, автомобиль оснащен мотором 1,8 литра, также бывает 1,6, 2 литра. Бывают коробки передач механические и вариаторные. Ну, особых жалоб на этот автомобиль, таких болячек никаких у него, ну, я лично не знаю, не замечалось. Но очень надежный автомобиль, это японское авто, это Toyota, славится своей надежностью. Предыдущее поколение также славилось надежностью. То есть никаких подводных камней у автомобиля нет, как это может быть в немецких некоторых автомобилях, да? То есть я думаю, что со своими сверстниками автомобиль конкурирует достаточно достойно, да, и очень многих побеждает по разным критериям. Также хотелось бы отметить, да, что большая часть людей, наверное, ссылаясь на стереотипы, да, покупают за эти деньги автомобили с меньшим комфортом, меньше достоинств в автомобилях, только ради года свежее, да, не подозревая, что в надежности данный автомобиль, может быть, на пару лет будет старше, но надежнее. Вот, в общем-то, и все. Все, что могу сказать, все, что пришло в данный момент на ум.